Еще что-то развито в Бурятии в интернет-плане? Ой, когда? Все сидят Нет, ВКонтакте. я имею в виду какие-то сайты особо интересные именно наши, с контентом, не газеты. По-моему, нету. Или я их не Не знаю. знаю, ну есть какие-то, наверное. Ну вот есть какие-то сайты, там рекламируются часто там мода. Ну это все. Я не знаю, вот такого сайта, как был Open Space, например, да, который сайт о культуре, который я очень люблю, который сейчас стал общественно-политическим, а не культурным с недавним, буквально в этом месяце, по-моему. Сейчас он перешел на polka.ru, и ну, вот такого сайта, где я могла бы что-то читать. У нас, на самом деле, я устала думать, вот чтобы появились такие сайты, да, не информационные, да, не смешные, нужны все-таки люди, которые нетривиально мыслят, которые создают какие-то события, происшествия, да. Я стала думать, вот если делать передачу в формате интервью, с кем мне реально хотелось бы поговорить здесь, да? Не просто вот тупо потрещать, что называется, да? А вот когда ты общаешься с человеком, ты же хочешь услышать что-то новое для себя, что-то узнать или порадоваться его формулировкам. То есть он так выражает мысль, то, что ты чувствуешь, но сказать не можешь, как собака, да? А он так здорово это формулирует, что ты прямо услышишь и восхитишься. И человек, который понимает тебя, вот, с полунамека, ты ему про это, и он да-да-да, и вот подхватывает, и вы на одной волне, да, понимает юмор, там, ну, то есть вот таких людей, на самом деле, да, не так и много. А те, кто может тебе что-то дать, ну, как-то вот открыть для тебя какие-то новые горизонты, их вообще по пальцам перечесть. Ну, по крайней мере, из тех, кого я знаю. Поэтому с этим проблемка есть такая. Но, опять же, все решаемо. Я думаю, что при большом желании просто можно найти. Рыбак рыбака видит издалека.